Доброго времени суток. Юрий Михайлович Каминский, заслуженный тренер Российской Федерации, тренер сборной команды России по биатлону. Юрий Михайлович, первый вопрос. Как обычный учитель физкультуры, хотя нет, уже необычный учитель физкультуры довел ученика с начальных классов до олимпийского золота? Мы, получается, что с Никитой вместе росли. Я рос как тренер, он рос как спортсмен. Вот доросли. А вы какое физкультурное образование где получили? Физкультурного образования у меня не было. Сейчас как бы есть. Я являюсь доцентом кафедры физвоспитания в институте, не институт, сейчас университет, педагогическом университете в Москве. Я был, когда начинал работать, сначала я работал председателем спортклуба в городе Дзержинском, Московской области. Затем перешел тренером работать, сначала в местную школу Дзержинскую, «Орбита» называлась. И там как раз совмещал учителем физкультуры в школе, где учился Никита. Так он оказался у меня в группе. Каким был юный Никита Крюков? Он упрямым был, хотел добиться своего любой ценой, но ничем особым не выделялся. Обычный, средний, статистический, как говорится, парень. И как вам еще вместо 2 уроков физкультуры вы добились, чтобы был 5 уроков физкультуры? Там время, это 90-е годы, время экспериментов было. Можно было, школам позволялось экспериментировать. И я, когда меня директор школы попросил поработать у них, мы с ней знакомы были давно, и поэтому так получилось, что я оказался в этой школе, и я ей поставил условие, Светлана Ивановна Черногозова, директор школы, что надо 3-е занятие, чтобы мы посмотрели влияние 3 занятий в неделю. И вы сделали эксперимент начальные классы, и школьники среднего звена, и они начальные классы выиграли какие там нормативы были? Там, значит, нет, это уже, фактически, там, получается, у меня, по-моему, они уже были в 5-х классах, эти дети, которые, и мы с 9-ми, 10-ми сравнивали. Они сдают свои, я договорился с учителем физкультуры, который вел эти параллели, говорю, давай посмотрим вместе. Мне интересно было. И получилось, что по многим, кроме скорости силовых, естественно, там от возраста очень сильно зависит. А что касается выносливости, мои дети превосходили. И, кстати, уже в спортивную группу, в которой часть детей, которых я учил физкультуре, занимались у меня уже в спортивной группе, в лыжной секции. И мы проводили эксперимент тоже. У меня моя бывшая воспитанница работала в Московском областном институте физкультуры и диссертацию защищала по физиологии. Ей нужно было там детей. Мы как раз обследование прошли там, и они показали выдающиеся там показатели для своего возраста в среднем. Когда появились первые большие успехи у Никиты Крюкова? Наверное, первые большие успехи у него появились в юниорском возрасте, хотя в юношеском возрасте он призером первенства Москвы стал, победителем в эстафетной гонке. Такие на всероссийской арене пришли в юниорском возрасте, и то он как раз не по юниорам
В четвертом выполнил норматив мастера спорта международного класса на Красногорской гонке, четвертым стал, будучи кандидатом в мастера спорта на тот момент. Когда сложнее было работать или наоборот удобнее работать с Никитой, когда он еще был школьником или когда он уже вырос до уровня международника, там заслуженного мастера спорта? Сложнее всегда работать с чемпионом, если так. Чемпион это, как правило, уже такое осознанное понимание. С одной стороны, вроде бы легче, потому что человек много чего понимает, а с другой стороны, он хочет большего. Он хочет побеждать всегда, и поэтому здесь требования к тренеру возрастают, естественно. Давайте вспомним Ванкувер, когда Никита Крюков, вот этот момент, когда он стал олимпийским чемпионом. Ну, в каком смысле, что вспомним? Ну, как он провел гонку, что вы там... Ну, я бы тогда уж так бы рассказал. Во-первых, они с Панжинским очень целеустремленно, я бы сказал, отрешенно готовились к этим Олимпийским играм вообще. И вот в частности уже там на канадской земле, в Олимпийской деревне, в Ванкувере, все было посвящено только предстоящим соревнованиям. Никаких лишних общений, даже с родителями, с близкими, друзьями, они почти не общались, только, как говорится, строго по расписанию, там вот, звоните там через 3 дня, допустим. Вот примерно так было. И вот этот вот, как говорится, энергию, которую они накопили, получилось выплеснуть на дистанции. Вот. Ну, пролог выиграл Александр Панжинский, Никита был 4-м. Вот. Ну, для него это хорошее место, обычно, когда он такие места занимал в прологе, это значит, он готов. Хорошо, если он в 10-ке. Вот. И проблемы у Никиты возникли в полуфинале, когда он занял 3-е место, вовремя не сообразил, что те, кто бегут впереди, там норвежец Петерсон и Саша Панжинский, что их надо, так сказать, держать поближе к себе. На финише уже начал догонять, но уже дистанция закончилась, занял 3-е место. Но на тот момент я был уверен, потому что забег получился по времени очень быстрый. В итоге абсолютно лучшее время было вот в этом забеге показано. И в финале там уже, конечно, они с Сашей Панжинским, можно сказать, доминировали. Ну, было падение некоторых претендентов, но основной претендент Нортух все-таки избежал падения и пытался бороться, но у него ничего не получилось, и ребята заняли 1-2 место. Вы работали тренером по лыжным гонкам, а сейчас работаете по биатлону. Какие разницы имеются в этих двух дисциплинах? Ну, разниц много. Самое главное различие, это, конечно же, наличие фактически в одном виде 2 видов спорта. И вот эта вот двухзадачность, она усложняет работу мозга, работу центральной нервной системы. Нужно уметь переключаться с лыжной гонки на стрельбу на рубеже. Естественно, это не так просто сделать, поскольку стрельба требует очень высокой концентрации. И далеко не всегда, вот сейчас в команде много молодых спортсменов, которые не всегда справляются. И даже вот, допустим, один день справился, другой день не справился. Такое бывает. Иногда вообще не справляются. Там весь, допустим, этап Кубка России, 3 гонки бывало. Вот, то есть очень сложно. Ну, с этим работаем, стараемся как-то совместить. Вот. И сейчас ваша группа находится в городе Алдане на сборах. Закончился сезон 2023 года. Сейчас какие задачи стоят перед спортсменами? Сейчас в первую очередь это, конечно, завершить сезон, как мы говорим, закатиться, потренироваться на лыжах, побольше аэробной работы делали. Вот. И также большое внимание сейчас уделяли стрелковой составляющей, поскольку здесь хорошие условия для стрельбы, есть тир,
в котором мы могли поработать над техникой стрельбы. Вот. И сейчас считаю, что неплохую работу мы сделали. Ну, еще несколько дней у нас есть. Помимо того, что вот в Алдане и ранний снег, и поздний снег, вы, я слышал, облюбовали вот алданскую лыжную базу. По сравнению с другими базами, Алдан чем отличается в условиях? Инфраструктура. Ну, по условиям, честно говоря, вот по условиям там, допустим, проживания есть и получше места. Вот. Но чем отличается, конечно, алданская база? Тем, что нам здесь создают все условия, относятся с радушием, с теплотой и начиная от питания, там, условий тренировок, здесь все хорошо. Здесь одни из самых лучших условий, если говорить как тренировочная база. Да, есть какие-то соревновательные там, базы, которые более там, высокого уровня, там Ханты-Мансийск, Тюмень. Но вот именно по удобству, наверное, Алдан лучший. Ну и наличие, конечно же, снега раннего и позднего. Ну что ж, пожелаю вам дальнейших успехов, чтобы ваши подчиненные, подопечные, вернее, показывали наилучшие результаты на крупных. Дай Бог, чтобы к международным стартам были допущены российские спортсмены. Спасибо. Спасибо.